Сахамин Миланович, вот по поводу ЕТЭК, по поводу строительства газоперерабатывающего завода. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим заводом? На каком стадии строительства или не идет вообще строительство? И правда ли, что с арестом владельцев компании проект окончательно закрылся? Вообще в республике работает ответственное министерство, и правительство. Задача именно размещения производительных сил в республике Саха-Якутия, чтобы наладить производство, получить прибыль, выгоду, за счет поступивших дивидендов, конечно, вкладывать в бюджет социально-экономические объекты. Да? А что касается любых объектов, которые будут размещаться на территории республики Саха-Якутия, мы, как уполномоченный орган региона, ведем соответствующую работу по даче оценки безопасности, экологической безопасности данного или иного проекта. Объект сам собой сразу не появляется. Сперва появляется намерение о строительстве данного объекта. Отдельно группа правительства, конечно, проводит работу по поиску инвесторов, застройщиков и так далее. А наша задача экологов, в чем я вижу? Мы должны, во-первых, видеть проект, что за проект, и по этому проекту провести работы до начала появления первого колышка на площадке строительства этого объекта и дать заключение. Соответствует данный проект природоохранным нормам Российской Федерации или нет. Для этого существует ряд процедурных вопросов, которых перескочить инвестор либо застройщик не может. Это требование федерального закона, республиканских нормативных актов. Вот если вы, допустим, задумали построить завод, независимо, это метанольный завод, завод по выпуску каких-то строительных материалов, либо сельхозпроизводство, вы обязаны проект, который у вас имеется, направить на экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза делается федеральными органами, федеральными экспертами. Это люди, обладающие высокой компетенцией, и люди, которые дают оценку. По итогам выходит государственное экологическое заключение. Проект соответствует природоохранным нормам и правилам или не соответствует. Если по объекту не проводится государственная экологическая экспертиза, то проект должен в себе содержать так называемый ОВОС, оценку воздействия на окружающую среду, отдельный раздел, который предусматривает возможное потенциальное воздействие этого объекта на природные компоненты: атмосферный воздух, водные объекты и на почву, на растительный, животный мир. Если проектант неправильно применил нормы, если есть замечания по нему, то эксперты на себя ответственность никогда не возьмут. Они в экспертном заключении как раз и пропишут: уважаемые проектанты, здесь у вас закралась ошибка, здесь вы не учли местные особенности, здесь неправильно трактовали права применения и так далее. Что касается метанольного завода, действительно, нам поступил том оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС технико-экономическое обоснование, ТЭО, строительство, производство метанола мощностью 10 тысяч тонн в сутки, разработанный ОАО научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза, ОАО «НИК». Детально изучив представленный материал ОВОС, мы подготовили заключение о доработке ОВОС, были замечания и предложения. То есть получается, что проекта-то и нету? Проекта нет, я до этого говорил, предпроектное решение, был раздел ОВОС, но он сырой, и он отправлен на доработку. Самого проекта мы не видели. Вот еще по поводу недропользователей. Вот буквально совсем недавно, мы все еще помним, общественники Нерюнгринского района забили тревогу, причем страшную тревогу, о загрязнении водоемов
на территории, где работают угледобывающие компании. В целом, по республике, как недропользователи соблюдают законодательство и какие нарушения до этого момента или вообще в течение 2017 года были зафиксированы? Что касается ГОКа Денисовский, действительно, на реке Дежневка был произведен сброс шахтных вод без достаточной очистки, без осветления. Об этом лично я убедился, комиссия убедилась, общественники убедились, которые, кстати, не допускали к объекту. Они со мной побывали на объекте, посмотрели, как это все дело происходит. Разрешение на сброс у компании имеется, но разрешение именно называется на допустимый сброс. И согласно с требованиями КоАПа, они наложили административное взыскание на должностных лиц и на юридическое лицо. Тем самым они доказали, что факт нарушения был, вина лиц, юридического лица, должностного лица доказана. Следующий шаг. Если есть ущерб биологическим системам, да, крупный ущерб, допустим, погибла рыба, без согласования департамента лесного хозяйства, допустим, срубили леса, да, присутствует уже ущерб государству, и этот ущерб должен быть возмещен. Вот действительно, блогеры, которые сидят в соцсетях, говорят, 140 тысяч оштрафовали, это мало такому гиганту. Действительно, я согласен. Административный штраф может быть для экономики предприятия никакого влияния иметь не будет, тем более должностные лица оплачивают собственные заработные платы, а вот применение ущерба уже бьет по экономике, по финансам юридического лица. Суммы там значимые, вы знаете, да? 3 миллиона, может быть, 10 миллионов, 30 миллионов, и больше. Все зависит от количества загрязнителя, который попал в водный объект, от периода действия и так далее. Там много факторов. Кроме этого, обязательно прошу отметить, уважаемых журналистов, природопользование, оно платное. Допустим, компания работает, да, большая компания, средняя компания или малая компания, ежеквартально эта компания оплачивает за негативное воздействие на окружающую среду. Это за выбросы, за сбросы и за размещение отходов. То есть компания, производя негативное воздействие на природные среды, уже рублем оплачивает. Эта сумма составляет ежегодно 700-800 миллионов. Ежегодно? Это плановые платежи недропользователей за негативное воздействие на атмосферный воздух, водные объекты и за размещение отходов. Из них всего 5% идет федеральный бюджет, 40% идет региональный бюджет, 55% идет местные бюджеты. Как отреагировали жители Анабарского улуса решением о перевозке радиоактивной руды по территории улуса? Ведь компания обещала трудоустроить местное население, водителей. По логистике идет очень серьезная работа по логистике руды. Тамторское месторождение – это местность Буранный и место вывоза морской порт Хатанга. Примерно 600 километров будет проходить по Оленёкскому национальному улусу, и частично Анабарский улус. Этим летом начнется работа по трассировке этого автозимника, будет вывозиться автозимником. Естественно, будут проведены после согласования и подготовки проекта налистки автозимника общественные слушания о Анабарском улусе. Чтобы вывести большой объем руды, потребуется большое количество автотранспорта, простого автотранспорта, где будет вывозиться эта руда в бигбеках. Бигбек – это контейнеры. Не контейнер, вот цемент видели, да? Якутцемент отпускает. Вот называется бигбек. Руда тоже будет вывозиться в таких бигбеках. Конечно, предполагается подключение большого количества специалистов, водителей,
Преимущественно будут привлекаться местные жители. При этом будет обеспечиваться и производственная безопасность, санитарная безопасность, будет мониторинг за этим грузом. Общественные слушания обязательно будут проведены в Аленёкском, Анабарском улусах именно по зимнику, по вывозу этой руды. Но эта работа по вывозу начнется после 2020 года где-то.